Стало известно, что Анвар Турсун, задержанный в 2018 году и отправленный в лагерь перевоспитания, был осужден на 15 лет по причине того, что отправил своего сына в Турцию для обучения. Согласно информации, предоставленной родственниками Анвара Турсуна, которые живут за границей, причиной ареста послужило недовольство бизнесмена китайской системой образования, введенной в Восточном Туркестане, из-за чего он предпочел обучать своих детей в Турции, и отправка родителей в Мекку в 1999 году. На слушании по делу Анвара Турсуна, которое прошло в прошлом месяце в Хоргосе, присутствовала только его супруга. После завершения суда жене бизнесмена не предоставили никаких документов. Родственники Анвара Турсуна обратились к правительствам демократических стран и международным правозащитным организациям и попросили оказать давление на правительство Китая, чтобы освободить бизнесмена и его сына Азамата Анвара. Анвар Турсун и Азамат Анвар, который основал в городе Кульджа магазин «Таксим» по продаже турецких товаров, были отправлены в лагерь перевоспитания в апреле 2018 года. Согласно информации, опубликованной на сайте Центрального дисциплинарно-надзорного комитета Китая, в отношении бывшего заместителя секретаря дисциплинарной комиссии Восточного Туркестана и бывшего члена постоянного комитета Центрального народного конгресса было начато серьезное расследование. Анвара Турсуна обвинили в идеологическом заблуждении, превышении должностных полномочий, нарушении дисциплины, безответственности, неверности коммунистической партии, неподчинении Центральному комитету и организации свадебных банкетов для своих детей. Анвар Турсун родился в 1966 году в городе Хатан и присоединился к партии в 1993 году. После чего Анвар Турсун занимал должности заместителя главы дисциплинарного бюро и мэра города Кашгар, а также заместителя генерального секретаря постоянного комитета при региональном народном конгрессе в Восточном Туркестане. Было указано, что в отношении уйгурского чиновника было принято решение об исключении из партии, снятии с должности и конфискации имущества с лишением всех политических прав на всю жизнь. На пресс-конференции, прошедшей в Пекине, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин выступила с заявлением относительно переговоров Китая и Индии, посвященных увеличению напряженности в пограничной зоне. В настоящее время стороны предпринимают соответствующие действия для снижения напряженности на границе, сказала Чунин, указав на то, что после переговоров по дипломатическим и военным каналам был достигнут консенсус по данному вопросу. Официальное представительство Индии сообщило, что в начале мая китайские солдаты вошли в Ладак из 3 пунктов, где установили палатки и военные посты. Китайские военные не обращали внимания на многократные устные предупреждения индийских военных. Большая часть границы между Китаем и Индией, которая составляет 3500 километров, является предметом споров между двумя странами. В октябре 2020 года для Исламской Республики Иран заканчивается 5-летний срок эмбарго на экспорт-импорт тяжелого вооружения и боевой техники. Однако уже сейчас, за 5 месяцев до этой даты, США предпринимают активные попытки продлить через Совет Безопасности ООН этот законодательный акт. В свою очередь, Иран призвал Россию и Китай выступить против продления эмбарго. Президент Ирана Хасан Рухани сделал следующее заявление. Американцы сердиты, сожалеют и намерены перенести этот вопрос в Совет Безопасности. Мы же хотим, чтобы 4 постоянных члена Совета Безопасности выступили против инициативы США. Особо хочу отметить, что мы надеемся на Россию и Китай. Американцам не удастся осуществить свои планы, потому что мы непременно увеличим наши оборонные возможности так же, как и во время эмбарго. Европейский Союз выступил против России и Китая, обвинив руководство двух стран в преднамеренной дезинформации относительно эпидемии коронавируса. Брюссель обвинил Россию и Китай в организации масштабных спецопераций и дезинформации в Евросоюзе, в соседних регионах и по всему миру. Евросоюз, который ждал и обвинял по данному вопросу только Россию, впервые называет Китай источником дезинформации, что является показателем серьезных изменений в европейской политике. «Я полагаю, что мы не должны стесняться раскрыть информацию, если у нас есть доказательства», сказала вице-президент комиссии Евросоюза Вера Жуорова, которая отметила, что бездействие может привести к более тяжелым последствиям.